Каждый год во всем мире отмечается Международный день детей, который в нашей стране празднуется в первый день лета, 1 июня, и называется Днем защиты детей. Такое название связано с тем, что детство каждого ребенка должно быть под защитой. Защитой прав, здоровья и жизни подрастающего поколения. День защиты детей, приходящийся на первый день лета, один из самых старых международных праздников. Его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщины на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Этот праздник один из самых старых среди тех, что носит международный характер. История рассказывает, что еще в 1925 году в Женеве было принято решение по проведению этого праздника. В это время там проводилась конференция по вопросам благополучия детей. Бытует еще одна сопутствующая версия возникновения детского праздника. В этот же день и год генеральный консул Китая в городе Сан-Франциско собрал китайских детей-сирот и организовал для них праздник – фестиваль лодок драконов. Так получилось, что оба мероприятия прошли 1 июня, почему и стали отмечать праздник Международный день защиты детей именно в первый летний день. После окончания Второй мировой войны в 1949 году в столице Франции, в Париже, прошел Конгресс женщин, как я уже говорила, где была озвучена клятва постоянной борьбе за мир, которая является очевидной гарантией счастливой жизни детей. И спустя год, в 1950 году, 1 июня, впервые был отмечен детский праздник – День защиты детей. С тех пор стало традицией, которой большинство стран следует неукоснительно вот уже более 60 лет. А точнее, в этом году ровно 70 лет, как мы празднуем этот праздник. День защиты детей широко празднуется во всем мире, во многих странах. В этот день организуются праздничные мероприятия в скверах, парках, учреждениях образования и культуры. Международный день защиты детей – это прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей, прав на жизнь, свободу мнения, религии, образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и правительства и неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюдению. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы. Первым и основным международно-правовым документом, в котором права ребенка рассматривались на уровне международного права, стала Конвенция о правах ребенка, принятая в ООН уже 20 ноября 1989 года. Эту конвенцию подписала 61 страна. А 13 июля 1990 года конвенция была ратифицирована и в СССР. Этот праздник – прекрасный повод для мобилизации мировой общественности в борьбе за сохранение здоровья подрастающего поколения, за равные права на получение образования и воспитания, за сохранение мирного неба над каждым ребенком. Уважение и соблюдение прав ребенка – залог формирования благополучного, гуманного и справедливого общества. Как известно, дети составляют примерно
четверть населения в каждой стране. В разных странах они подвергаются разным опасностям, от которых их необходимо защищать. В развитых странах это отрицательные последствия пристрастия к телевизору, компьютеру. В Японии основную опасность видят в разрушении традиционных методов воспитания и все более широком проникновении западных привычек и форм воспитания. В странах Азии и Африки детям угрожает голод, военные конфликты, СПИД и другие смертельные болезни, а также безграмотность. Детская смертность в менее развитых странах практически в 2 раза выше, чем в развивающихся и развитых. Поэтому, несмотря на всю грандиозность празднования, витающее в воздухе ощущение всеобщей радости, нельзя забывать о том, что и в нашей стране, и в мире есть огромное количество детей, нуждающихся в поддержке и защите. К сожалению, не все детское население в этот праздник имеет повод для улыбок и радости. В нашей стране более 35 миллионов детей, из которых по-настоящему здоровы можно назвать только примерно 10-12%. За последние десятилетия, по статистике Министерства здравоохранения Российской Федерации, на четверть увеличилось количество детей, имеющих различные психические расстройства, благодаря чему участились случаи суицида, неконтролируемой агрессии, вандализма. Только в Москве ежедневно подростками совершается попытка самоубийства. К сожалению, стало больше и малолетних наркоманов. Почти половина подростков употребляет алкоголь. На каждые 100 тысяч населения 760 детей находятся на учете в службах наркологических диспансеров. Если добавить к этому снижение рождаемости, повышение смертности младенцев, то картина светлого будущего не рисуется радостной. Нельзя не отметить огромное количество детей-сирот в нашей стране. Для сравнения можно сказать, что в последние годы эта цифра, конечно же, уменьшается, но тем не менее все равно остается достаточно большой. По данным Министерства внутренних дел России, из 100 несовершеннолетних в нашей стране 2 беспризорники. Сегодня День защиты детей отмечается, как я уже говорила, почти во всем мире. Устраиваются различные развлекательные мероприятия, конкурсы с подарками. Проводится очень много концертов с участием мировых звезд. В этом году впервые все эти мероприятия проходят в онлайн-режиме. Выставки и другие культурно-познавательные программы – это неотъемлемая часть праздника. Права детей в России защищает федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Поэтому каждый из нас должен помнить, что детство должно быть у каждого ребенка. Каждый ребенок заслуживает любви и бережного отношения к себе. Берегите своих детей, их за шансы не ругайте. Берегите своих детей, их за шансы не ругайте. Все своих детей на них всерьез, никогда же их не осыпайте. Не сердечко не дорожнёс, даже если сначала происходит. Ничего не дорожнёс, что сначала происходит. Обнимите, что кричат их, детская ложка поможите. Это счастье короткий миг, больше сотни не спешите. И достаток не весной, пролетают не разрушите. Покинут очаг родной, а засевшие ваши дети. Перекрывая альбом с фотографиями из детства.
своя,